200 борцов греко-римского стиля уже в пятницу выйдут на эти ковры, чтобы выявить сильнейшего. Все организационные работы к проведению турнира уже завершены, сборные команды проходят аккредитацию. Активно к турниру готовились ингушские спортсмены. Всего часть региона будут защищать 15 атлетов. Трибуны Дворца спорта рассчитаны на 3500 мест, и все они готовы принять спортивных фанатов. В этом году статус международный, это впервые такой турнир мы проводим, более серьезный, потихонечку уже заезжают команды. Планируется участие порядка 200 спортсменов, представлена практически вся Россия будет, зарубежные страны некоторые. Одна из списка тех самых зарубежных стран – Республика Беларусь. Около 20 борцов приехали в Ингушетию для участия в турнире. Во всех 10 весовых категориях есть представители этой страны. Задача максимум – забрать все золотые медали соревнований. Во главе сборной в качестве тренера бронзовый призер Олимпийских игр в Бразилии Джавид Гамзатов. На сегодняшний день привезли 18 спортсменов. Это почти во всех весовых категориях первые и вторые номера республики. Есть чемпионы мира по кадетам, призеры чемпионатов мира по кадетам Европы, есть чемпионы СНГ. Состав самый, что есть боевой, кто есть, всех привезли. Какие ожидания от турнира? Ожидания самые высокие. Надеемся завоевать побольше медалей. Турнир, я знаю, что уровнем будет очень сильный, так что посмотрим. Ковер покажет. На ковер за сборную Беларуси выйдет и Гаврила Крайнов. Молодой борец в этом году стал победителем первенства Беларуси весовой категории 82 килограмма и намерен повторить успех на этом турнире. Борьбой занимаюсь с самого детства. Выиграл первенство Беларуси среди юниоров. Сюда приехал пробороться. Состав участников ознакомился, и он вполне сильный. Борьба покажет. Турнир будет проходить 12 и 13 августа. Организатор – Федерация борьбы региона при поддержке Минспорта. Опыт проведения таких соревнований у региона уже есть. В 2018 и 2020 годах республика принимала юношеское первенство России по греко-римской борьбе. Это считается одним из знаковых соревнований. Сегодня старший тренер по этому возрасту Монов Николай Алексеевич отобрал 4 состава. И остальные сильнейшие спортсмены со всей страны приедут оспаривать свои достижения, насколько они сильны в этом виде спорта. Турнир по греко-римской борьбе носит имя Героя России Алихана Калиматова. Он был сотрудником управления ФСБ, дважды был представлен к Ордену Мужества. Указом президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 года ему присвоено звание Герой России посмертно. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.